Организаторами турнира выступили Комитет по физкультуре и спорту администрации города Сибай, Сибайская студия телерадиовещания, кинотеатр «Мир» и магазин «Клевый». Пасмурная погода и порывистый ветер не смогли остудить пыл любителей рыбной ловли. Такого количества рыбаков пруд не видел очень давно. Поймать удачу за хвост в буквальном смысле этого слова захотели в этот день 34 рыбака-любителя. После жеребьевки и напутственных слов организаторов участники соревнования заняли свои места на берегу водоема. Прозвучал первый сигнал, означающий то, что рыболовы должны подготовить свои места, поставить стул, подготовить снасти. Затем последовал второй сигнал, знаменующий начало прикормки, и только после третьего можно было начинать активную ловлю. Правила проведения подобных соревнований регламентированы Федерацией рыболовов России, для всех одинаковые и предельно просты. Ловить рыбу разрешалось на одну удочку, на один крючок и только в пределах своего сектора. Оснастку удилищ должны составлять поплавок, леска, грузило и один одинарный крючок. Еще одним условием является то, что крючок должен находиться ниже грузила. То есть донной снастью на сегодняшних соревнованиях ловить рыбу запрещается. Рыба должна ловиться только на своем отведенном секторе. Есть, конечно, спорные моменты. Допустим, рыба подсеклась на своем секторе и во время вываживания она ушла в соседний сектор. Если рыба, пойманная, выведенная с соседнего сектора, тоже допускается только в том случае, если она во время вываживания не помешала либо не захлестнулась оснасткой соседнего участника. Мы долго ждали этого момента. Наконец-то данное мероприятие у нас сегодня состоялось. Отрадно, что очень много у нас любителей рыбаков хотят заниматься именно рыбалкой, участвовать в соревнованиях. Я думаю, эти соревнования у нас будут традиционными. Рыболовный спорт – занятие не для слабонервных. Одно дело сидеть в палатке, потягивать горячий чай и ждать поклевки, а не клюнет, свернуть все и уехать домой. Но спорт – дело другое. 3 часа напряжения, а главное, ни мускулы, ни силы мысли здесь не помогут. Разве что нашептывание одному тебе известной молитвы или магический ритуал. Участникам не всегда везло в улове, только упорство, помноженное на волю и желание показать себя с наилучшей стороны, приносило хоть какой-то результат. А главное, как признаются рыбаки, огромное моральное удовлетворение. Настроение замечательное. Давно ждали такого события. Соревнования в городе проводятся первый раз, поэтому все рыбаки готовились к этому. Было много, различных препятствий, но все равно мы добились своего, и все-таки свершилось. Мы участвуем в соревнованиях. Мы рады. Несмотря на то, что погода, ветер, все равно, мы очень рады. Интенсивной рыбалки начал где-то лет 15, наверное. Так, в основном хобби у меня рыбалка. День и ночь только думаешь о рыбалке зимой и летом. Что хорошо, у нас магазин есть, клевый магазин называется, хозяева Руслан, Людмила Садырдинова, у них там что необходимо, здесь можно купить и рыбачить. Больше нечего сказать, у меня уже старт дали. В этот день на бескомпромиссный поединок с опытными рыбаками вышли Лиля Саитова и Анастасия Турушева. Женщины усидчивы, терпеливы и азартны, а это главные качества для хорошего рыбака. Кроме того, мы не расстраиваемся, если не удалось ничего поймать. Главное – это сам процесс. А кто лучше нас сварит уху или запечет рыбку в фольге на костре, делится своими мыслями Лилия Саитова. У меня папа рыбак, брат, братишка, семейные. Решила поучаствовать. Удовольствие своего рода, интерес. Даже если, бывает, поедем, не поймаешь ничего, но все равно отдыхаешь душевно. Несмотря на то, что подобное мероприятие проводится в нашем городе впервые, оно привлекло не только местных рыбаков-любителей, но и гостей из соседнего Магнитогорска и даже города Салават, которые, кстати, остались очень довольны своим участием. У вас очень много карася крупного. У нас его, допустим, на белый нету практически как такового. У вас очень много судака, у вас очень много щуки. Рыба, тоже эксперименты ставим. Я первый раз столкнулся с некоторыми прикормками, у вас здесь и насадками. Честно говоря, разнообразие у вас большое, больше, так скажем. Мы ездим, сорожку забираем у вас хорошую, так скажем. Я езжу сюда за рыбой. Приезжаю, ловлю хорошо. Поплавочник, только удочка. На спиннинг мне нравится, тут у вас окуня я брал, честно говоря,
На блесну Кастмастер 15 грамм, 25 забросов, 25 окуней. Ну, у нас такое очень редко бывает. Без рыбы никто в этот воскресный день не остался. Кто-то сумел поймать 18-сантиметрового окуня, а кому-то достался бычок весом в 1 грамм. Но для победы дорога любая рыба, и даже самая маленькая могла спасти положение. Победители определились после 3 часов лова, 5 призовых мест. Вячеслав Богданов, Владимир Перескоков, Ильнур Ермеев, Игорь Марковский стали призерами турнира. Ну а абсолютным победителем и в то же время одним из самых молодых участников стал Эдуард Искаков. Сегодня очень понравилось все. Наловил очень много. Но желаю всем участникам здоровья, чтобы еще побольше проводили. Я остался доволен. Победители получили кубки, медали и рыболовные снасти, предоставленные магазином «Клёвый». Участников также отметили в различных номинациях. Призы получили поймавшие самую большую рыбу и самую маленькую. Наградили приезжих участников и самого старшего рыбака в турнире. Им оказался Григорий Трофимович Кузьмин. Ну, в рыбалке нравится все. Это отдых хороший. Рыбачили давно уже. Мне нравится. Что сегодня было, это тоже мне нравится. Первый год. Соревнования. Еще бы охота на зимнюю попасть бы. А желаю, чтобы все бы рыбачили и приходили на соревнования. Покупайте удочки, молодежь, и ходите на рыбалку. Говорят, кто хоть раз поддался рыбацкой страсти, с ее крючка уже не сорвется и будет до конца жизни увлечен ловлей. В следующий раз рыбаки соберутся уже в феврале на зимнюю рыбалку. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Дамир Хайбулин, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.